Дорогие родители, мы просим внимания. Мы понимаем, вы волнуетесь, мы тоже волнуемся. Давайте тишину. Начнем. И веселых из гимназии Осмонова. Вы точно запомните нас! Самый лучший! Четвертый Б, четвертый Г, четвертый Д класс! Вот приветствуем вас. Поглядите-ка на нас. Мы готовы все же час порадовать всех вас. Здесь четвертый наш класс. Это раз. Наш учитель это два, а учеба позади это три. Ай,
поет звонок. Директор наш, спасибо вам за все. Закончен марафон начальной школы и благодарность на лицо. Пусть наша школа славится повсюду, в олимпиадах первые места берет. И знают все в районе нашем люди, что здесь наука правит бал и все цветет. Спасибо за ремонт, столы и парты, за общий вид, порядок и уют, за школьные высокие стандарты, за учителей, что здесь почти живут. Слово предоставляется директору школы Юлии Николаевне. Дорогие ребята, сегодня большой, замечательный праздник, который вы будете помнить всю свою жизнь. Я вас поздравляю с окончанием начальной школы. Вы такие молодцы. Мы наблюдали 4 года, как вы росли, как вы взрослели, как вы умнели. И сегодня мы вами гордимся. Перед нами прекрасные, замечательные дети, которые перейдут в среднее звено. Ребятки, ну что я хочу сказать. У вас были прекрасные учителя, вы получили прекрасные и хорошие знания. Мне так хочется, чтобы и в 5, и в 6, и до 11 класса вы сохранили старание, терпение к учебе, чтобы вы воспитывали в себе хорошие качества, доброты, заботы, внимание. Ну и чтобы, конечно, ребята росли здоровыми и счастливыми. И я думаю, что в 5 классе вы не подведете своих замечательных учителей и будете учиться только на 4 и 5. Ну, кто-то немножечко где-то не успевает, он подтянется, да? Летом вы отдохнете, сил наберетесь, морально себя подготовите, что в 5 классе мы будем учиться только на 4 и 5. Будем стараться? Да. Правильно, ребят. Мне очень понравилось, вы говорили о нашей школе, такие добрые, хорошие слова. Да, действительно, ребята, наша школа лучшая в республике. Все об этом знают. Это самая замечательная школа, где созданы для вас все условия, чтобы вы могли получать знания. У нас прекрасные и хорошие учителя, которые вас учат. И если вы будете стараться, то вы получите все, что нужно для вашей взрослой, настоящей, потом взрослой жизни. Я сегодня хочу поблагодарить наших замечательных классных руководителей. Джибарка Чубековна, Дамира Курманбековна, Светлана Владимировна. Это прекрасные учителя, это прекрасные люди, которые не жалеют себя, которые отдают частичку своей души, сердца, вкладывают в детей. Ну, потому что мы любим. Да, потому что мы любим детей, потому что они для нас родные дети. Вот, поэтому всю любовь, все наши учителя вкладывают, ребята, в вас. Я думаю, что вы их не забудете. Они будут рядом с вами. И вы на переменках и после урока будете бегать и докладывать о своих победах. Да? Да, и советоваться. Уважаемые родители, вас с праздником. Не обольщайтесь. Вы думаете, все, начальная школа закончилась и все, да? Да, и уже будет легче. Ничего подобного. В 5 классе будет еще труднее. Здесь у них была одна мама, которая вот их и встречала, и провожала. В 5 классе будет много учителей. Вот поэтому я хочу попросить вас, чтобы с первых дней сентября месяца вы точно так же вместе с классным руководителем, с учителями-предметниками находили общий язык, контакт, чтобы мы могли детям в 5 классе приспособиться к новым условиям. Ну и, конечно, чтобы ребята учились. Нужен дома обязательно контроль. Вы не думайте, что взрослые, самостоятельные, что вот они в 5 класс пошли, можно с ними не заниматься, не сидеть, не готовиться с ними. Нет, до 11 класса, запомните, вы должны быть первыми помощниками ваших детей и классного руководителя. Я вам желаю еще терпения на целых 7 лет. Здоровья вам крепкого, удачи, мира всем, добра, всего самого-самого доброго и хорошего. В середине 1 класса мы отлично знали алфавит
и сделали для тебя открытие. Мы обнаружили, что все хорошее начинается с буквы К. Кино, конфеты, качели, клубника, классная компания, киндер-сюрприз. А вот буква Д отличается в обратную сторону. Драка, двойка, дневник, домашнее задание. Кстати, о классной компании. Да, как давно это было? Какими мы были маленькими. Давно это было. Какими мы были маленькими и смешными. Здравствуйте. Кто мне скажет, сколько будет 2 плюс 2? Разом пальцы растопыря, не спуская с пальцев глаз. 2 плюс 2 равно 4, отвечает хором класс. Ну а кто бы мог сказать, сколько будет 6 до 5? Долго школьники считают, шепчут, пальцы загибают. Невозможно сосчитать, сколько будет 6 до 5. А Яна руку поднимает, а Яна смело отвечает. Вы девочек спросите и любого мальчика, чтобы это сосчитать, не хватает пальчика. Ну, примерно так. Под дружное хтение, под тихое сопение, под радостное пение рождается на свет
Большой ответ для маленькой такой задачки, для скромненькой такой задачки, огромный такой ответ. Не секрет, что дружить с математикой трудно, и задачки решать нелегко. Но теперь мы с ними справимся чудно, знаем, что искать, знаем, что нам дано. Во втором классе, а еще мы учились писать сочинения. Например, я у бабушки в гостях. Рома развернул тетрадь. Что ж, сказал, начну писать. Сочинение такое, я у бабушки в гостях. Напишу одной ногою, для меня это пустяк. Отдыхай, моя тетрадка, от ошибок в этот раз. Я писать намерен кратко, избегая лишних фраз. И красиво вывел Рома. Я пришел, ее нет дома. В третьем классе учителя учили нас писать темы сочинений. И вот что у нас получилось. Мои любимые предметы, о них писать такой пустяк. Легко раскрыла тему эту, словами несколькими так. Пройдет зима, наступит лето, пора, когда уроков нет. Мои любимые предметы: мяч, эскимо, велосипед. В 4 классе сильно ребята любят физкультуру. Наверное, из-за того, что физру ведет мужчина. И не напрасно. Физкультура делает их сильнее и выносливее. А тренировать мышцы рук нам помогали школьные принадлежности. Доктор, я очень озабочена перегруженностью моих учеников. А вот и Дашуля. Вы только посмотрите, как ей тяжело. Она сгибается под тяжестью учебников и тетрадей. Бедняжка. Мы немедленно должны отправить запрос депутатам Югорку Кенеша о перегрузке детей. Дашуля, а где же твои учебники, тетради? А вот. Молодец, я вижу, ты готова к занятиям. Конечно, труднее всего было в 4 классе. Мониторинги, комплексные работы, переводные экзамены, да еще какие-то непонятные предметы. Чтоб стать, говорят, человеком, шагать не с ног светом. А мы не хотим шагать, нам хочется гулять. На тайне солнца светит, ежедневно благодарен тем, кто за нас в ответе. Давно пора понять тем, кто за нас в ответе. Давно пора понять. Мы маленькие дети, нам хочется гулять, а нам крышу гасит. На дорожках цветусы, а я крышу хватит. Устал я от этой обузы.
ребята, но надо не забывать, что учиться, учиться и учиться, чтобы летать потом, как крылатые качели. На всем белом свете нет никого дороже и роднее, чем вы. Именно ваше напутствие, именно ваша помощь сыграет решающую роль в жизни ваших деток. Низкий поклон вам, мамы, папы, бабушки, дедушки. Бүгін бардық мектепте балдар үні жаңғырады. Бүгін бардық мектепте қоңыраулар қағылады. Гүл құшақтап сүйінген балдар барат ағылып, тәрбиялап өстірген ақ мектебін сағынып.
совсем прям загрустили. Вы, наверное, забыли, что это самый веселый праздник. Самый такой прям светлый-светлый. Поднимем друг другу настроение. Поднимем, похлопаем. Yeah,
адам аласың, ондайларға 400-ден кел. Башқасы бар мындан башқа? Башқа мо бар? 350-ден болады, 320-дан өз басы да. 250 бар өйдеме? 250? 250-ге мо бар. Давай, мұшын алым. Ушну? 1, 2. Шыға келе жатса, сен ешнәрсе қылбаса, бүйрі келіп саған, тамақ беріп салса, алма бүш, осма түш, дікін дікін дікі дікі діш, 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 дікін дікін
двери, которую открыла вам ваша школа. Давайте поблагодарим аплодисментами тех, кто помогал вам становиться взрослыми. Аплодисменты вашим строгим, мудрым и справедливым учителям. Все эти годы они отдавали свою душу, частичку, свободное время. Аплодисменты нашим учителям. Низкий поклон вам, учителям. Больше много
учила честности, справедливости, искренности. Мы, ваши учителя, надеемся, что так оно и останется. Мы надеемся, что вас ждет победа впереди. Никогда не сходите с этого пути. Будьте себе верны, идите дорогой добра. Счастья вам, ребята, в будущем. Весна овладела землею без боя. Календарный положенный срок. Сегодня прощается начальная школа с тобою. Сегодня последний звонок. Родители, вы готовы? Вам слово, родители. Здравствуйте, дорогие наши учителя, родители, дети. Поздравляю всех с выпускным. Поздравляем от имени родителей 4 класса. Примите наши поздравления. Уважаемая Людмила Николаевна, вряд ли кто-то знает более ответственного и старательного человека, способного с таким заветным стремлением отдаваться своей работе, невзирая на недосыпание, хлопоты и постоянные проказы детей. Сегодня мы говорим спасибо самому великолепному директору на свете. Спасибо за то, что вы смогли подобрать столь замечательный во всех отношениях педагогический коллектив. Спасибо за то, что вы следите за состоянием здания школы и прилагаете все усилия для того, чтобы она была предметом зависти других образовательных учреждений нашего города. Также просто необходимо сказать спасибо за то, что в нашей школе все ученики верят в себя и в свои силы, а все потому, что уважаемая Людмила Николаевна с материнской заботой относится к каждому из них. Спасибо. Урматтуу Гүлнара Абакировна, сизге жаш муундарыбызга өз эне тилибиз кыргыз тил сабагын окутуп, кыргыз элинин тарыхын,
адабиятын, маданиятын, каада салтын балдарыбыздын таануусуна кошкон салымыңыз, чеберчилик менен берген билимиңиз үчүн ата-энелердин атынан терең ыраазычылык билдиребиз. Кыргыз тили, кыргыз тарыхы, касиеттүү эне тил, аруу назик сезимдей, кылым байлап келесиң, кыргыз атын өчүрбөй. Аида Ишимбаева нет? Урматтуу Аида Ишимбаевна, сизге жаш муундарыбызга өз эне тилибиз кыргыз тил сабагын окутуп, кыргыз элинин тарыхын, адабиятын, маданиятын, каада салтын балдарыбыздын таануусуна кошкон салымыңыз, чеберчилик менен берген билимиңиз үчүн ата-энелердин атынан терең ыраазычылык билдиребиз. Галина Сергеевна, мы вас сердечно поздравляем и вам низкий вам поклон за то, что вы нам вот такой хороший праздник устроили. Мы всегда с вами, вот с первого класса, даже с садика, да, всегда мы с вами, вот такой у нас прекрасные праздники вы устраиваете. Большое вам огромное спасибо. Уважаемая Светлана Владимировна, искренне поздравляем вас за ваш труд, за заботу о наших детях, за ваше понимание и внимание, за вашу доброту и ласку. Вы стали настоящей путеводной звездой для наших детей. Спасибо вам за то, что смогли открыть для них дорогу к покорению вершин знаний, за то, что ваш бесценный опыт помог раскрыть в каждом ребенке его скрытые таланты и возможности. Желаем вам крепкого здоровья и всегда оставаться такой же веселой, отзывчивой и чуткой. Успехов вам и счастья! В школе, в начальной школе, есть наша мама. Мы хотели бы услышать сегодня нашу маму с поздравлениями. Зауч начальной школы Гульнара Бакировна. Дорогие наши дети, поздравляю вас всех с сегодняшним замечательным таким праздником. Я желаю вам всего хорошего. У нас, у учителей начальной школы, у всех, наверное, появилась маленькая грустинка о том, что нас покидают такие хорошие дети. Не то, что покидают, они от нас уходят в 5 класс. Но у нас есть гордость, появляется гордость за то, что мы воспитали таких прекрасных, хороших, умных, красивых детей. Я думаю, они в 5 классе, все наши детки в 5 классе не будут нас подводить, они будут еще лучше учиться и будут
самыми хорошими, самыми умными, самыми красивыми, хорошими детьми. Так, родители, вас тоже поздравляю с праздником ваших детей, чтобы дети ваши росли всегда такими хорошими, и всегда они радовали нас. Ребята и родители, мы хотели бы вас познакомить с заучем старшей школы, ведь мы передаем о старшей школе. Гульнара Абдразаковна, вам слово. Уважаемые родители, поздравляю вас с таким хорошим праздником. Желаем вам крепкого здоровья и набраться за лето сил, чтобы готовить ваших детей, выпускников 4 класса, к нам в старшую школу. Терпения вам, а малышам, которые к нам поступят, конечно, крепкого здоровья и стремления к знанию. С праздником вас! Слово 4-му Д-классу с поздравлениями. Спасибо большое. Уважаемые наши родители, деточки наши, с праздником. Еще на один шаг у вас уже как бы вы поднимаетесь. Ни бука вам, ни пера. И нам, родителям, спасибо большое учебному персоналу Людмиле Николаевне за ваших учителей прекрасных. Вам здоровья, счастья, долголетия всем вам. Чтобы вы долго-долго работали и обучали наших деточек. Спасибо вам большое. Басты ардактуу мугалимдер, сүйүктүү мугалимдер, сиздерге чоң рахмат. Ушундай биздин балдарыбызды кичинекей 1 класстан бери окутуп, чокутуп, мынакей ушундай билим берип келдиңиздер. Сиздерге мугалимдер абдан чоң ыраазы, сиздерге таазим. Биздин балдарыбызды, сиздерди дагы ушу майрамыңыздар менен баарыңарды куттуктайбыз. Мынакей бир тепкичке көтөрүлүп, мына башталгыч классты бүтүрүп отурасыңар, жогорку класс болуп отурасыңар. Жана айтылгандар, силерге узун өмүр, силерге эмнени кааламакчыбыз? Мындан ары дагы жакшы окуп, Жипара Койчубековнанын биздин классный Жипара Койчубековна, спасибо вам. Ушул биздин окуучуларыбызды деген тамганы үйрөтүп, ушундай тарбия берип келдиңиз. Сизге чоң ыраазыбыз. Сизге мындан ары дагы албан ийгиликтер, чын ден соолук. Сизге чоң рахмат. На этом наш праздник 4-й Д-класс. Поздравления 4-го Д-класса. Про нас забыли. Ну, ничего страшного. Да, все уже все сказали. Ну, что хотелось бы добавить нам от нашего 4-го Д. Ну, прежде всего, мы хотели бы сказать вообще спасибо всем учителям за этот вообще тяжелый такой нелегкий труд. Вот. Им прям большое-большое спасибо, огромный поклон, я не знаю. Вот. Потом отдельно, конечно же, хотела сказать спасибо Людмиле Николаевне, потому что под ее чутким руководством наш школьный корабль плывет, дети наши получают хорошие знания, многого добиваются. Ну, я думаю, что все будет у нас хорошо. Вот. Все от себя. Хотим, конечно же, поздравить предметников наших тоже замечательных. Вот. Учителей. И самое главное, конечно, мы хотим поздравить нашего первого классного руководителя, самого важного, наверное, для наших детей. И немножко хотелось бы прочитать такое стихотворение. Спасибо вам за то, что научили детей наших считать, писать, читать.
за то, что рядом с ними всегда были, когда им нужно было что-то подсказать. Благодарим за ваши все старания, что дали нам возможность лучше стать. За то, что вы в вопросах воспитания всегда участие старались принимать. В дальнейшем мы успехом вам желаем, чтобы работа в радость вам была. Вы лучшие, мы точно это знаем. Добра вам и душевного тепла. Дамира Курманбековна, спасибо вам огромное! Людмила Николаевна, скажите нам напутственное слово, пожалуйста. Ну что, наши дорогие родные деточки, мы сегодня увидели, какие вы у нас замечательные, какие вы у нас прекрасные. Мы вами гордимся, что вы успешно заканчиваете 4 класс и с большим желанием, с хорошим настроением придете в 5 класс. Пусть в 5 классе все у вас сложится, все получится, чтобы вы были самыми замечательными. Да, ребята, я еще хочу что сказать. Сейчас очень много проходит разных конкурсов, разных олимпиад. И многие ребята наши принимают участие в этих международных конкурсах, получают призовые места. Вот у нас ребята вчера ездили в Бишкек, Белимкана, олимпиада была. И наши ребята оказались лучше, чем многие остальные школы. Это очень радостно. Я хочу, чтобы у вас вот такой настрой был, что в 5 классе мы везде будем принимать участие. Да, ребята? Везде и всюду. Посмотрите, на каждой линейке мы ребятам одеваем, вручаем медали, вручаем дипломы. Потому что у нас очень много ребят, которые хотят получить хорошее образование, хорошее воспитание. Я думаю, что вы достойная, хорошая смена в старшей школе будете. Удачи, ребята, вам во все. Галина Сергеевна, спасибо вам огромное. Закир Занидинович, спасибо за этот праздник, классным руководителям. И вам, уважаемые родители, терпения, здоровья, улыбок, радости. Всего-всего вам доброго. И до сентября. Спасибо.